noqchal yangash, noqchal alshgash. İdiye başladı işte alşuyuvaya. Я приветствую всех наших телезрителей и слушателей авторского проекта историко-культурологической программы «Нохчи Синкетом. Чеченское мировоззрение». У нас сегодня в гостях очень интересный гость, эксперт. Это молодой, но очень перспективный ученый, научный сотрудник Академии Чеченской Республики Тисаев Амин Адамович. Амин, Хамар Шавойл, Дел Рейсхил, Хан Карьерн Тхойц, да, Лацин. Амин, спасибо тебе, что ты нашел время уделить нам свое время. Я думаю, что наша встреча будет очень интересна для наших телезрителей. А я хочу напомнить нашим телезрителям и слушателям о том, что главной целью нашего проекта является популяризация истории, культуры и гуманитарного пространства, связанного с чеченским народом, создание положительного имиджа Чеченской Республики, а также предлагать общественности обсуждение актуальных тем, направленных на поиск новых идей, смыслов, ценностных систем в сложных, современных, этнополитических и геополитических условиях, процессах, происходящих в мире. Амин, вот ты опубликовал за 2 прошедших года 3 монографии, как я знаю, и около 40 научных работ, статей. Вот твои 3 монографии, я их проговорю, это, безусловно, чеченская география 15 века, составленная по данным ученого-богослова и путешественника Эздина Вазара, и твоя знаменитая книга «Мехкдей. Народные правители Чечни», это 16 века и первая четверть 18 веков. Значит, я еще раз хочу показать, продемонстрировать этот труд. Эту книгу ты мне подарил еще год назад. Спасибо тебе огромное, очень достойная работа, достойный труд. И поэтому в связи с этим у меня вопрос. В этом году какие-то работы будут? Ты порадуешь нас своими трудами? Мы планируем выпустить работы, даже несмотря на то, что осталось совсем немного времени, но объемные труды, скорее всего, выйдут в первую половину 2021 года, я предполагаю. В этом году, возможно, выйдет брошюра по истории отдельных родов, общин. И сейчас, кстати говоря, должен выйти академический труд «История Чечни в лицах», в котором мы тоже приняли участие в составлении автобиографических очерков, значит, отдельных личностей. И вот то, что касается средневекового периода и в некоторой степени современного времени тоже, там многие герои описываются, мы приняли в этом участие. Это коллективный труд, академический труд. Так что думаю, что это тоже можно считать нашим общим результатом. Да. Очень советую, кстати говоря. Вот-вот мы ждем его издания. Я желаю успеха, удачи. Амин, скажи, пожалуйста, вот ты чуть ранее мы с тобой общались, ты говорил, что вышла 3-я, то есть 2-я часть, да, более расширенная монография или книги вот этой известной книги «Мехкдей». Расскажи поподробнее, что туда вошло дополнительно? Действительно, у нас вот «Мехкдей», если вот сократить это название, оно в 2 редакциях вышла, эта книга. То есть это обе они начинаются с 16 века, но вот это первое издание, оно охватывает, значит, период до первой четверти 18 века, то есть до начала вот соприкосновения Чечни с Петром I, физическое соприкосновение, и как бы связанное с колониальными какими-то завоеваниями. И это вот «Мехкдей. Народные правители Чечни», вариант вот такой вот. А другая ее версия, дополненная, она охватывает период с 16 века по 1831 год, то есть до момента убийства Бейбулата Таймиева, потому что Бейбулат Таймиев выступает как последний Мехкда и последний представитель вообще института Мехкдей, как института чеченского неклассического государственного строя. И значит, этот второе издание называется уже «Институт Мехкдеев. История Чечни» и периодика, опять же, с 16 века по первая треть 19 века обозначенные.
Труд объемнее предыдущей версии то есть если это мягкие народные правители Чечни, сокращенная версия, это 432 страницы, то и более дополненная версия уже 688 страниц, то есть там почти 250 страниц разницы содержания. Опять же, охватывает периодику намного больше, и в этом смысле для кого-то она более интересная и более содержательная. Маркова. Амин. Вот трагическую роль в истории чеченского народа сыграла личность Астах Тимур, да, по-чеченски, или Ленг Тимур по научной среде. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, что послужило вторжению Тимура в Чечню и где происходили основные сражения? Личность Тимура Хромова, или чеченцы называют его Астах Тимур, кумыки называют его Аксак Тимир, вообще тюркоговорящие народы. Ленг Тимур — это больше такой вариант фарси. И вот в чеченском языке тоже вот это слово ленг в виде лянчика, оно зафиксировалось, и в некоторых случаях сокращенно его лянчик называют, то есть хромой, употребляя слово ленг, как бы усвоенное чеченцами. И вот эта форма Тимур Ленг или Тимур Хромой, она как Тамерлан в европейских вариантах употребляется. Мы его знаем как Тамерлан. Значит, это европейская интерпретация выражения Тимур Ленг. И действительно, личность Хромого Тимура, она сыграла судьбоносную роль в истории чеченского народа. Если можно считать нашествие Тимура продолжением монголо-татарского нашествия на Кавказ, и в этом смысле начало монголо-татарского нашествия, несмотря на его разрушительные, значит, текущие последствия, несмотря на это, чингизидское нашествие не оказалось столь губительным с точки зрения последствий для чеченцев, как нашествие Тимура Хромова. И что интересно, вот во время последнего чтения лекций мы затронули этот вопрос того, как чеченцы объясняли причины вторжения Тимура на территорию Чечни. Это выражается в фольклорных источниках, естественно. И сам факт того, что народ пытался поставить он поставил вопрос этого причины вторжения и потом пытался ответить на этот вопрос, он тоже очень примечателен. Так вот, в одном из Илии говорится следующее: там вот перечисление вот этих разрушений, совершенных чеченцами во время участия в походах за пределы Леносты. И в конце вот это вот повествование заканчивается словами «Чуалир Мостова, Шаулуш Остова». То есть Астах Тимурах, это или вообще, то есть чеченская героическая песня, она описывает события, как раз таки связанные с Хромым Тимуром. И документальные источники четко, ясно и прозрачно показывают, если говорить там Султан Казыгерей, там другие источники, в них говорится, что чеченцы после, собственно, монголо-татарского этнического войска в составе золотоордынских ханов, первые среди союзников или наемников, в разных случаях по-разному, ханов монгольских были именно этнические чеченцы. Соответственно, они и в 1385 году, и в 91 и в 95 году на стороне хана Тахтамыша выступали против Тимура. И опять же, вот это вот Илия, который описывает движение чеченских ополчений в далекие страны, значит, завоевание, добыча, хуанс яхош. Все это говорит о том, что непосредственное участие и интегрированность чеченского общества, вот эти процессы политические внутри Золотой Орды и непосредственно в противостоянии между Тахтамышем и Тимуром, по-видимому, наш народ воспринимал тогда причиной, которая привела к вторжению Тимура не только на Кавказ, но и непосредственно на чеченцев, то есть на частично Центральный Кавказ и Северо-Восточный Кавказ. И мы вот и в нашей предыдущей монографии в чеченской географии 15 века описываем это, и сейчас накопилось много сведений, в которых, если вопрос затрагивать в смысле, в чьем лице выражались вот эти вот контакты ханов с чеченцами, в тот период эта личность фигурирует в письменных источниках. Предводителем чеченцев был Ховр. Значит, в источниках он называется Каир хан, Каирбек, Гаир хан, значит, Каиран,
Кахар, там и разные источники по-разному произносят это имя. Значит, и именно этот человек фигурирует как союзник Наврузхана, это 1360 год, как союзник Хизирхана, Золотоордынского хана, это 1360-61 год. Более того, при Хизирхане Каирхан Ховр вместе с осетинским владетелем Алтанцебеком участвует в составе посольства, которое отправляется в Кострому для переговоров с русскими князьями по случаю мусульманских погромов в городе Жукотине. Значит, для того, чтобы этих разбойников отыскали, передали им, и они, значит, на суд отчет перед ханом привезли их в Ставку. То есть все это говорит о том, что на протяжении, по крайней мере, второй половины XIV века чеченцы играли такую роль в социально-политических процессах Золотой Орды, которую которую нельзя было не заметить, которую жизненно важно было заметить, определить и отреагировать на эту роль. И, соответственно, можно уверенно говорить о том, что вторжение Тимура — это следствие, значит, серьезной роли чеченцев в социально-политической ситуации на Золотой Орде и, соответственно, в отношениях Золотой Орды с Тимуром. А если говорить про сражения, вот помимо трех перечисленных мной, главное сражение состоялось на Тереке в 1395 году, когда союзное войско Тохтамыша сразилось с войском Тимура, и в апреле месяце трехдневное сражение там состоялось. Тимур проиграл, он бежал после этого, значит, и Кавказ как бы остался наедине с Тимуром Барласом. И после этого в Ханкальском ущелье состоялось серьезное сражение. Это поскольку на диване у Тимура было принято решение о вторжении непосредственно во внутреннюю Чечню, не ограничиваясь правобережьем Терека. Поскольку было это принято решение, нужно было эвакуировать население, эмцбоцунах, так называемые, значит, старики, дети и прочее. И для того, чтобы это сделать, нужно было выиграть время. И вот в этих целях Ховр направил своего сына Хаси с ополчением, чтобы он дал сражение в удобном для нас участке. Это тогда еще очень узкое Ханкальское ущелье, густой лес там, и так далее. Там 4 дня происходит сражение. И благодаря, естественно, чеченцы проигрывают это сражение. На горе Сюиркварт, откуда, по всей видимости, Тимур наблюдал за ходом сражения, есть местность Лянчик-Баси, то есть Тимуровский склон. То есть оттуда он Ставку наблюдал за ходом сражения. И, значит, за эти 4 дня, к счастью, чеченцам удалось эвакуировать вот население, которое было на плоскости. Потом состоялся второй диван, опять же, из-за интриг, предпринятых местными владетелями, которые прежде были в подчинении у Ховра, и, естественно, попытались добиться суверенитета, добить, значит, чеченцев в лице Ховра, чтобы поднять голову. Они спровоцировали еще один поход, уже серьезный поход в горы, и он был направлен, можно сказать, на все крупные ущелья центральной и восточной Чечни. Это Аргун, это Бас, это Хулхулау, это вот Аксай и прочие реки. И вот если говорить о современном Нажиюртовском районе, там сопротивление оказывает родственник тоже Ховра Оврах. Значит, если говорить об Аргунском ущелье, там в источниках первое имя упоминается, это Калу. Значит, после Калу как бы руководителем обороны в Аргунском ущелье выступает Зумсой Ирдик. Значит, вот этим войском, вторгающимся на территорию нынешнего Веденского района, руководит тимуровским войском главный интриган, который пытался спровоцировать этот очередной поход в горы. Его звали Мирза Паша. Есть до сих пор место, топоним, которое называется Мирзгалий. Это вот, если говорить про местоположение, вот нынешнее Сельмей-Теузен, село Сельмей-Теузен, Махкеты, вот в верховьях, там, где река Ваштар, речка Теник, впадающая в Бас. Вот в верховьях там находятся высоты Саду-Икорт, Нуикорт современные, и вот на их склонах есть место Мирзгали. Называется Мирзгали, потому что там вот этот Мирза Паша поставил свою палатку, значит, как бы штаб войсковой, вторжение, центр, и там, собственно говоря, его и во время отдельной операции убили, значит, метательным оружием, и вот то место, где он умер, оно называется Мирзгали, поскольку чеченцы по традиции
С тех самых пор каждый, проходя мимо этого места, кидал камешек, так называемый карлак, с проклятиями в адрес этого человека. Значит, и вот так, прям топоним, живая история у нас есть. Вот этот вот удар в направлении Веденского района, кстати говоря, считается, что он захлебнулся, который был во главе Миреспаши после того, как его убили. Значит, по Хулхулау тоже они далеко пробрались. В районе современного Ригахоя, между Ригахоем, между Зюрха, вот в верховьях Хулхулау, притоков, есть место, которое называется Кентибагинари. Вот там сообщается о том, что Зюрхой, Харчой, значит, Чермой, Дишни, вот некоторые другие коллективно сумели остановить продвижение вот этого войска Мирзапаши, который был, ну, грубо говоря, полководцем у Тимура. Ну, по крайней мере, возглавлял это направление операции. А то, что касается Аргунского ущелья, то сообщается, что войска Тимура дошли до самого Хачероя, дошли до Терлоя, до Элбха, населенный пункт. Там оборона шла. Значит, в Дишней Морке, значит, есть населенный пункт Ботарч. Значит, когда дишнинцы коллективно определяли какое-то место, удобное для того, чтобы дать сражение, люди из населенного пункта Ботарчи отказались куда-то идти в другое место, оставлять свое село, и там на месте дали сражение, и говорится о том, что после сражения, то есть, естественно, их всех убили, 2 мальчиков после сражения нашли, и вот от этих 2 мальчиков продолжается современный род Ботарчхой в составе Дишнинского тейпа. И дошли они вот так вот по Шар-Аргуну до Химоя. Значит, и в Зумсое состоялось очень серьезное, видимо, сражение, что неудивительно, поскольку там в местности Кештар до сих пор остатки огромной стены. Если посмотреть на ее масштабы, значит, исследовать останки, то есть фундаменты, которые там имеются, и послушать, что говорят тут старейшины относительно истории этого памятника, истории самого Кештера. Это большой населенный пункт, именно башенный имеется в виду. И все вот эти вот башни, считается, были построены из останков вот этой крепости, которая прежде существовала. А крепость эта была разрушена Тимуром. И если посмотреть на то, что от нее осталось, опять же, эта стена, ее масштаб показывает, насколько это был крупный объект. По всей видимости, это был объект, который перегораживал ущелье. Сейчас оно глубокое, глубже на 20 метров. А это вследствие эрозии за вот эти 700 лет почти. Тогда оно было менее глубоким, ну, на 20 метров выше где-то. И также, если ссылаться на предания, в которых говорится, что в Зумсое находилась спартанская школа, что, значит, там обучали всю молодежь, по крайней мере, инструкторов подготавливали, которые потом на местах обучали военному ремеслу, все это говорит о том, что в Зумсое не просто так находился этот огромный казарменный объект. И согласно преданию, Тимур каменнометными машинами разрушал постепенно это сооружение, чтобы пробиться дальше. И здесь достаточно красивое предание, приводится оно в китабе Ахмада Сулейманова. Там говорится об героическом сопротивлении дочери Зумсо Ирдига, значит, и вследствием чего стало даже заключение союзных отношений между чеченцами и между Тимуром. Именно поэтому, как любит замечать и отмечать мой друг Руслан Берсанов, именно поэтому у чеченцев существуют, кстати говоря, противоречивые представления о личности Тимура. То есть, поскольку с Тимуром в конце-то концов были заключены какими-то представителями чеченцев союзные отношения, и согласно преданиям, которые подтвердились, когда мы отправились в Ташкент с командировкой от Академии наук Чеченской Республики, действительно ушли некоторые чеченцы, участвовали в его походах на Востоке, что неудивительно, учитывая их роль, сыгранную в истории Золотой Орды. И есть целые тейповые группы, которые говорят о своих союзных отношениях. Есть даже имена собственные, которые фигурируют в этнографических источниках XIX века. Настолько все серьезно. И в Самарканде, как мне сообщили в Ташкенте, существует диаспора, северокавказская диаспора, собственно, тех, кто пришел с Тимуром и остался там. Аминь. Я должен, в общем-то, вот тоже пару слов сказать в подтверждение твоих слов. У нас буквально месяц назад был в гостях
делегация, узбекская делегация, но они уже давно живут в России, но они сами этнические узбеки. И вот они мне рассказывали со слов своих дедов, отцов, что действительно, я, честно говоря, не поверил им. Вот теперь я понимаю, что это реально, это реальность. Они говорят, что там большая диаспора со времен Тимура живет войнахов, чеченцев, что среди них есть тоже очень много потомков чеченцев. Я думаю, что, скорее всего, наверное, вот все, что ты говорил, это имеет подтверждение. Амин, скажи, пожалуйста, вот нам всем интересно, чеченцам, вот самый разрушительный период или поход, какой личности исторической повлиял вот, для чеченцев? То есть для чеченцев какой был поход самый разрушительный с точки зрения вот, уничтожения живой силы, вот, как сказать, наших? Ну, как раз таки, в первую очередь, сколь ни странно, это Тимур. Это Тимур Барлас. Несмотря на то, что, как я сказал, у чеченцев это мнение об этом человеке было абсолютно противоречивое. То есть и положительное, и отрицательное. Если посмотреть фольклор, абсолютно противоречивые друг другу сообщения относительно него. Дело в том, что, по моему мнению, нашествие Тимура спровоцировало 3 последствия. Это страшнейшая демографическая яма, то есть численность очень убавилась, потому что до того, как он добрался до Зумсоя и других мест, до того, как он заключил мирное соглашение, ему удалось изрядно, значит, особенно при сражении на Тереке, при сражении в Ханкале, где вот совокупное все чеченское войско собиралось, потому что в горах это уже были остатки, которые ему оказывали сопротивление. Да, человеческий ресурс страшно сократился. Это вот фактор человеческого ресурса. Второй фактор — это прекращение того, что мы называем классической западноевропейской формой государственности, потому что хотя в начале 15 века Чечня она была более широка в своих границах, не будем переходить на подробности, но в письменных источниках она фигурирует как Джеджев или Вилаят Чачан. И несмотря на то, что какие-то попытки возродить государственность до 1437 года еще были, то есть первую треть еще пытались восстановиться, к сожалению, это не удалось, эти попытки захлебнулись и, значит, утонули под волнами крымских завоеваний в первой половине и середине 15 века. И третий фактор, вот мы подчеркнули, что один фактор — демографический, человеческий ресурс, разрушение, да? Значит, другое — это прекращение классической формы государственности чеченцев при Ховре, которая очень крепко оформилась. И третий фактор — это материальная культура. Я сталкивался даже со стариками, которые рассказывали, что до нашествия Тимура у чеченцев была даже своя собственная устойчивая образовательная система, которая называлась Хьичунхио. И по тому, что эти информаторы рассказывали, они показывали какие-то скороговорки, значит, читали петроглифы и так далее, было абсолютно очевидно, что это не новодел какой-то, что это не анахронизмы, там, попытки удревнить какие-то новые течения, потому что под давлением ислама как раз-таки то, что еще удалось сохранить этим старикам, этим информаторам, оно уже выветривалось. И в этом смысле материальная, культурная база чеченцев в виде памятников, в виде какой-то системы образования, значит, преемственности от старшего поколения к младшему поколению, все это, конечно, тоже погибло. Учитывая то, что после того, как был заключен мир с Тимуром, потом этот мир, опять же, он рухнул. Та часть чеченцев, которая ушла вместе с ним, она оставалась там, а те, которые продолжали здесь находиться, они снова вступили в конфронтацию с ним. Это печальные события 1398 года. И в этом смысле вот ответ на вопрос, да, все это связано с деятельностью Тимура Барласа. И при этом надо сказать, что чеченцы вот в своей психологии восприятия этих событий очень феноменальный народ, потому что чеченцы именем врага, которого они уважают, они называли имена своих детей. И, допустим, даже русско-японская война чеченцы называли сыновей Япон. Там с немцами война случилась, Герман. Значит, во время антиколониальной борьбы Урусхан там и так далее называли имена у нас.
значит, потом узбек имена у нас есть, значит, Тимур у нас есть имена. Некоторые доходили до того, что даже Астав Тимур приставку делали. Поэтому не было такой психологии жалеть себя. Это была психология, пришел достойный соперник, мы его уважаем и даже назовем его именем наших, значит, потомков. И в этом смысле Тимур, да, еще раз, да, вот Тимур самый сокрушительный удар нанес, и чеченцы уважали его как личность. Вот это надо особо подчеркнуть. Не было презрительного отношения, не было ненависти к этому человеку. Все прекрасно понимали, что это мир, где существуют отдельные группировки, которые борются за лидерство, за верховенство, за, значит, и чеченцы тоже до того, как Тимур пришел, свою лепту попытались внести, и очень даже внесли ее, но, как говорится, или чували Мостова, Шавол, Швостова, вот этим вот закончилось. По крайней мере, так наши предки объясняли себе последствия, значит, вторжения Тимура. Амин. А вот какой период, то есть имеется в виду, по времени, сколько это проходило вторжение Тимура? Вот, вообще конфронтация с Тимуром начинается в первую очередь, наверное, с момента, когда Тахтамыш, между прочим, Золотоордынский хан, при котором заканчивается 20-летний период тяжелейшей смуты в Золотой Орде, когда за 20 лет там чуть ли не 25 ханов сменилось, они друг друга убивали, боролись за лидерство. Значит, связано это было с прекращением династии Батуидов, которые имели прямые права наследования на Золотоордынское ханство. Золотая Орда — это часть улуса Джучи, это Белая Орда, то есть это такой сегмент в составе Большой Монгольской империи. И в этом сегменте как бы наследственные права имели батуиды, и вот пресечение этого рода привело к большой смуте 20-летней. И на Тахтамыше завершается этот период смуты, и несмотря на то, что Тахтамыш пришел к власти с помощью Тимура, а Тимур не был чингизидом и, соответственно, не мог непосредственно этот трон занять, ему приходилось своих посаженников определять. И Тахтамыш, уже сумев прекратить смуту с помощью Тимура, снова став ханом улуса Джучи, объединив и Белую Орду, и Синюю Орду, у него уже появились амбиции избавиться от этого патронажа, от этой протекции Тимура. И вот это привело к тому, что с 1380 года сначала тихая война, а потом уже и громкая, там походы начинаются целые, в которых на стороне Тахтамыша принимают участие чеченцы. Потому что чеченцы крайне были вовлечены, с самого первого времени владычества монголо-татар, были вовлечены в сначала военизированные структуры Золотой Орды, а там уже, естественно, за выдающиеся качества они уже принимали участие в какой-то их политических событиях. И условно возьмем этот срок, 1380 по самую смерть Тимура, 1405 год, 25 лет конфронтации. Амин, скажи, пожалуйста, вот после Тимура в 15-м, в начале 16 века Чечня много раз, еще раз подвергалась нашествию разных народов. Какие это были народы и с чем это было связано? Расскажи, пожалуйста. Действительно, вот 1405 год, когда умирает Тимур и оставляет огромную Тимуридскую империю. Империя эта просуществовала недолго. Сначала ее разделили его сыновья, и они не выдержали конкуренции, которую им оказывали соседние государства. И на этом фоне, на фоне того, что Золотая Орда опять же вновь погрузилась в эти смуты, значит, без покровительства вот этой мощной руки Тимура, как оказалось, выжить в этом противостоянии различных конкурентов Золотая Орда в той форме, в которой она до того существовала, не сумела. И вот на этом фоне начинается возвышение бывшего улуса в составе Золотой Орды, так называемого Крымского юрта. Там возникают фигуры знаменитой династии Гиреев, которые себя, по крайней мере, традиционно связывали с чингизидами. И они добиваются власти в Крымском ханстве с амбициями на золотоордынское наследство, соответственно. И к середине 15 века значит, уже начинается вторжение Крымского ханства
на территорию Северного Кавказа. А если говорить о том, что предшествовало этому, то вот сразу с кончиной Тимура, вот, как я сказал, в 1398 году мирные отношения, которые временно были заключены с Тимуром, они прекращаются. И все вот действия против Тимура и против его наследников всегда у чеченцев совершались коллективно с грузинскими владетелями, грузинскими царями. То есть почему царями? Потому что в различный период, там феодальный период был, когда они раздравливались, общее царство. То есть там Кахетинское царство, Меретинское, Картлийское и так далее. И вот 1437 году, как мной было ранее сказано, чеченцы вместе с кахетинским царем Александром, они сумели вот произвести некую реконкисту, в результате которой и территория Восточного Кавказа, и Южного, и Северного, она была освобождена, и ширваншахи, то есть ширванские ханы, а Тимур перед тем, как покинуть Кавказ, в Ширване, то есть ширванство, это область и политическое государственное образование, посадил на власть Ибрагима I. Ибрагим I — это основатель ширванитской династии Дербенди. Шейх Ибрагим, он фигурирует в тимуровских источниках. И именно через него производились попытки продолжать контроль и влияние на Кавказе. Непосредственно с Ширваном коалиция, вот эта чеченско-грузинская коалиция, продолжала боевые действия, и к 1437 году им удалось не только освободить от засилья территории Восточного Кавказа, но и вынудить Ширван выплачивать им как бы репарации, то есть данниками они становятся. И несмотря на это, вот этот вот период тишины, восстановления, возобновления, он прекращается очень быстро, потому что уже в 40-е годы, то есть буквально через несколько лет, начинается вот это вот вторжение Крымского ханства. И вот согласно нашим источникам, знаменитый чеченский предводитель Ахмар, который был до того в Тарках до 1441 года и до 1454 года находился на плоскости в районе современного Шам-Юрта, Ачхой-Мартановский район, то есть наступление этого Крымского ханства доходит до современного Ачхой-Мартановского района ориентировочно 1454 года. И Ахмар вынужден отступать с равнины в горы. Его знаменитое появление в горах вот к этому периоду относится. И к чему я это говорю? Вот это нашествие Крымского ханства, которое использовало косогов в качестве боевой элиты, они прекрасно с этой задачей справлялись, они полностью изолировали чеченцев в горах. А тут надо учитывать, что, во-первых, ранее была уничтожена материальная культура. Значит, не прошло еще даже 2 поколения, чтобы люди восстановились, демографический ресурс восстановили. Разруха, которая и так была в горах, люди очень нуждались в плоскости для того, чтобы там скот размножался, там, и торговлей занимались они. И когда они оказались изолированными в горах, когда опять повалила вот эта волна беженцев в горы, это, как я считаю, оказалось точкой, окончательным завершением, когда чеченцев как классическое государство, как народ, который способен реально оказывать какое-то влияние в регионе, просто задушили. И, естественно, контроль над Северо-Восточным Кавказом был стратегически важен для лидирующих государств того времени, потому что это торговые пути, это ресурсы, которые имелись. Если посмотреть на климатические события того времени, то становится очевидным, что предкавказская степь была намного предпочтительной, особенно для кочевых народов. Особенно для кочевых народов. Племена Крымского ханства — это были кочевые народы, соответственно. Это были и нагайцы, и предки кумыков, и бараганы, так называемые, и какие-то татарские племена и так далее. То есть это тюркский мир. И много других факторов, которые обуславливали, опять же, претензии на золотоордынское наследство. Все это вызывало желание этих государств прийти сюда и установить здесь контроль. И по моим данным, с 50-х по 70 ориентировочно 8-й год присутствие здесь их продолжается, то есть почти 25 лет, если не больше. И это
ужасно отражается. Вот это тот период, который сопровождается вот целым пластом преданий у чеченцев, которые описывают голод, значит, войну за землю, значит, возникновение целого ряда сильных личностей с феодальными амбициями, попытки одних обществ, значит, скажем так, использовать рабочую силу в виде рабочей силы, другие слабые общества или общества, которые подверглись страшнейшему геноциду в результате вот предыдущих военных действий. И вот это очень тяжелый 15 век в истории Чечни, особенно вторая половина 15 века. Ну и надо сказать, что вот с конца 70-х, в начале 80-х годов, когда турки завоевывают Крымское ханство, естественно, их физическое присутствие здесь прекращается, и абсолютно не смущаясь, даже не раздумывая, шиитский Иран сразу же перенимает эстафету и сразу же вторгается на Кавказ. И начинаются знаменитые газийские войны, когда они устраивали походы не только на северо-восточном Кавказе, они до побережья Черного моря доходили. И вот княжество Адыгское, Черкесское княжество Кремух, там даже боевые действия были в 70-е и 80-е годы 15 века. То есть надо понимать, что речь идет о том, что эти люди с территории современного Азербайджана через Дагестан, через Чечню вот так проникали, добирались до самого побережья Черного моря. То есть вся кавказская вот эта вот полоса, она подвергалась, естественно, насильственному завоеванию. Амин, скажи, пожалуйста, вот горная местность Нашха традиционно всегда являлась вот, убежищем для чеченцев, когда происходили вот эти катаклизмы, нашествия врагов, захватчиков. Скажи, пожалуйста, когда последний раз и при каких обстоятельствах был последний исход чеченцев из Нашхи? Я небольшое предисловие сделаю. Вот у нас вот есть две категории людей, сейчас сформировалось в обществе, которые популяризируют, любят, возвышают Нашху как какой некий духовно-культурный центр чеченцев, а другие, наоборот, вступают в такой антагонизм. Их любое почитание, восхваление Нашхи вызывает у них такое психическое раздражение. Значит, некоторые говорят, что они не из Нашхи, что они вот существовали отдельно от Нашхи, что они не происходят, по крайней мере, из Нашхи вот, генетически. И в этом смысле надо сделать два уточнения. Во-первых, Нашха — это термин социальный. Это термин, который подразумевает, что это место югар мохкбуиза, значит, наш ардул мохкбуиз. То есть это место всей общины целиком, и это место, где производился закон. Закон в лице Мехкайла, который выносил свои постановления, которые назывались Нашх. И покойный Сейд Маун Хасиев, говорил об этом на примерах. Санамат Гаев, сам из нашхоевского происхождения, весьма подробно описывал эти вещи. То есть это целая плеяда известнейших этнографов, краеведов чеченских, которые из поколения в поколение эту информацию получали. И надо понимать правильно роль Нашхи в истории чеченцев. Ну, вот представьте себе монголо-татарское нашествие, которое настолько масштабно, и после того, как, согласно письменным источникам, Ахаджи Хизриев бесповоротно доказал, что упоминаемые сасаны, которые дали троекратное сражение монголам во время их первого появления в 1222 году, если я не ошибаюсь, значит, что это этнические чеченцы, потому что он на примерах показывает после первых публикаций, которые пытались противопоставить им что-то, значит, после них он показал демонстративно, что в те же события описываются, допустим, грузинскими источниками, и вместо сасанов фигурируют дзурдзулки. Тут никаких сомнений больше не остается. То есть после вот этих вот сражений, которые даются на равнине, чеченцы уходят в горы, а в горах укрыться возможно только там, где численный фактор, он полностью минимизируется. И в этом смысле Нашхинская котловина, которая не сегодняшнее маленькое историко-географическое общество Нашхой, да, ограниченное несколькими населенными пунктами, крупными, там Хайбах, там Моцар, Хилах, Чармах, Хижах там, и так далее, а именно более крупная территория, которая имела социальные функции и в своем названии, и по своей именно функциональной части. Вот эта область была
настолько защищена географически, настолько позволяла укрыться в ней от попыток вторгнуться на территорию Нашхи, что это было единственным логическим местом, убежищем для чеченцев, неважно каких, которые корнями происходили из Нашхи, не происходили, это не важно. Если кто-то сомневается по этому поводу, то я рекомендую вспомнить, что значит, монголы до Тебулус-Мта, до самой горы Дакохкуарт добрались. И там оборону 12 лет держал Идик чеченский, один из чеченских предводителей. То есть даже до самой высокой точки северо-восточного Кавказа монголы добрались, потому что по Аргунскому ущелью это было возможно. Куда бы они пошли? Грузия занята, Восточный Кавказ занят. Они пойдут только туда, где можно скрыться. И в этом смысле вот эту роль, жизненную, судьбоносную роль для чеченцев сыграла Нашха при монголо-татарском нашествии, при нашествии войск Тамерлана, при последующих крупных вторжениях, которые совершились при шиитских династиях Ирана. Это, собственно говоря, мы вот постепенно так подходим к вопросу. Это последний исход из Нашхи, который был связан именно с иранскими завоеваниями. И согласно вот нашим тепторам, написанным, по крайней мере, то, что мне довелось прочитать, это Аджам-Йоза, это чеченский текст, но арабоязычная графика. И в нем сообщается о том, что когда явился Шалво Шах Таймасх, вот это выражение Шалво Шах Таймасх, тогда в Нашхе проживало 12 тейпов. И там говорится, что Шалво Шах Таймасх стал разрушать, значит, села чеченские, которые были в горах, Керсталябе, и, значит, что такое Шалво Шах Таймасх? Шалво Мох — это архаизм, это обозначение Ирана в чеченском языке. Шалво, я подозреваю, это означает шалгон шлилош полнах, то есть шииты, которых исламский мир воспринимал как еретиков, да? И, видимо, терминология эта сформировалась уже в исламский период у чеченцев, но они описывают конкретно нашествие шаха Тахмаспа. То есть это учитывая то, что и шах Исмаил, и шах Тахмасп, и еще прежде них другие шахи в конце 15 века, как нам было сказано, да, нашествия газийские, вот несколько раз производились крупные войсковые операции, и они загнали чеченцев в Нашху. И уже при шахе Тахмаспе, которого чеченцы называют Таймасха, а грузины Тахмаз, при нем происходит последний исход чеченцев с территории Нашхи. И на лекциях я обращал на это внимание. Пусть со мной не согласны некоторые, но у меня есть своя субъективная позиция и какие-то доводы. Есть области и города на территории Ирана. Это Маскат, это Гилан и это, значит, Кашан. И именно эти три населенных пункта на территории Восточной Чечни, где и проходила вот эта вот граница физического присутствия наместников Ирана на территории Северо-Восточного Кавказа, прямо рядом друг с другом находятся в ущельях Аксая, в ущельях там Ярсхи там, и так далее. Буквально небольшой участок на Жиртовский район. Находятся три населенных пункта: Мескта, Кейшан и Гилан. Маскат, Кашан и Гилан. А ведь говорится в источниках, допустим, Дарбант, Нама и других источниках, естественно, эти события удревнены там, но востоковеды российские, титулованные востоковеды показывают, что это позднейшие вкрапления. Там же говорится, что это иранские шиитские крепости. То есть, безусловно, это вот и есть та физическая граница, которая была ими обозначена. Крепости и гарнизоны, которые там были посажены. И картина начинает меняться в 40-е годы, с самого начала 40-х лет 16 века, то есть 1540-е годы, когда чеченцы под руководством, это я подчеркну, источники, значит, центароевские, источники зандаковские и источники гендергеноевские, которые описывают личность Зокканта, которая во главе чеченцев из Нашхи, значит, возглавляет реконкисту, и к 1546 году им удается вот этих наместников, ставленников, там, посаженников разных, их вытеснить оттуда, с помощью, кстати говоря, не без помощи кахетинского царя Левана, который тогда был, вот опять же, чеченско-грузинская коалиция. Хотя надо сказать, что Кахетия
на тот момент была широко представлена этническими чеченцами. Очень широко, серьезно была представлена этническими чеченцами. И вот таким образом последний исход из Нашра, он состоялся вот в 30-е, 40-е годы, но победа, политическая победа состоялась к середине 16 века. Амин. Вот вопрос исламизации мне интересно. Этот вопрос, конечно, противоречив. Ясно одно, что мусульмане среди чеченцев были с первых веков ислама. Но мне интересно, когда ислам стал государственной религией среди чеченцев? При ком и при каких обстоятельствах? Да, это очень правильная деталь, что этнические чеченцы были представлены в исламе с самого начала. Но при этом государственной религией действительно она не становилась. Во-первых, надо сказать, что период активной проповеди ислама в мире, вот, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это последующие халифы, Абу Бакр, Умар, Усман, Али радиллаху анхум, это период, конец, вторая половина 7 века, начало 8 века, то есть 1600-е и 700-е годы. И здесь мы должны обращаться именно к преданиям, которые нам могут рассказать именно о том, что представляло из себя чеченское общество того времени. И в этом смысле говорится, что эполне ашкху, то есть по торговым путям, донеслись вести о том, что появился пророк, значит, в Аравии, и он призывает к такому, тому-то и тому-то. И согласно садоевским источникам была собрана большая делегация для того, чтобы выведать, что там происходит, о чем там идет речь, потому что чеченцы так или иначе исповедовали монотеизм двух толков, да, христианский толк, зороастрийский толк, и вот эта делегация отправилась и в полном составе, согласно преданиям, приняла ислам. Вернувшись обратно, она столкнулась с полным непониманием тех, кто находился уже дома. То есть те, кто лично, физически соприкоснулся с исламом, покорились ему одномоментно, а те, которые остались дома и ждали вот вестей, были возмущены тем, что они увидели, в смысле тем, что оставили свою религию, приняли новую религию. И эти люди были вынуждены совершить хиджру. Вообще я обращаю внимание, любой исламский ученый это знает, первые десятилетия ислама — это постоянная хиджра. Это новообращенные переселяются в область, где проживали мусульмане, потому что за пределами физического выживания было практически невозможно. Преследование, потому что ислам в скором времени стал политической силой, которая, значит, противопоставляла себя сасанидам и противопоставляла себя Византийской империи, опять же, христианство и зороастризм. И в последующем противопоставляла себя Хазарии. А чеченцы были глубоко интегрированы в хазарскую политическую структуру, военную структуру и так далее. И поэтому, когда мы говорим об исламе чеченцев, мы говорим, что на первом этапе этнические чеченцы, принявшие ислам, они были, но они совершали хиджру, поскольку памятников того времени мусульманских на территории у нас не обнаруживается. И утверждение о том, что у нас прям сразу весь народ с первой секунды принял ислам, это культурный суицид, потому что они говорят, что их здесь вообще не было, потому что здесь нету памятников ислама в 7, 8, 9 веках, их нету. Значит, если мы были мусульмане, то получается, что нас тут и не было, если рассуждать по логике. Поэтому были анклавы, небольшие группы, которые выживали каким-то образом, но им было тяжело жить в среде неверующих людей. Чаще всего они совершали хиджру, то есть они переселялись. И в скором времени, когда ислам физически появляется на территории современного Южного Дагестана, начинается же период тяжелейших хазаро-арабских войн, кровопролитнейшие войны. Чечня, которая непосредственно вовлечена в эти события, неужели кто-то полагает, что там именно как масштабно мог распространиться ислам? Ислам — это был не только религия для хазар, это была идеология, с которой они воюют. И в этом смысле они всегда мигрировали. И вот
эта картина так или иначе вот продолжается монокультуризма, мультикультуризма, да, различные религии, которые сосуществуют, у нас продолжается до 15 века, когда такое яркое физическое появление ислама проявляется в Чечне. А связано это с тем, что после того, как, вернее, еще при Тимуре, Тохтамыш, о котором мы говорили, он заключил военный альянс. Сам был мусульманином, суннитом, во-первых, и заключает военный альянс с Османской империей в лице Баязета, и заключает альянс с египетскими мамлюками. А центр халифата, халифы, находились в то время, в 15-14 веках, именно в Каире, то есть под патронажем, под протекцией и защитой мамлюкских султанов. А мне не надо рассказывать, и что уважаемый Мухаммад Салах Межиев говорил о том, что Бейбарс этнический чеченец, этнически чеченское происхождение имеет. Мне довелось увидеть материалы арабоязычные, изданные в Египте, и там действительно вот в списке знаменитых героев мусульманских говорится, что Бейбарс был этническим чеченцем. Я говорю это к тому, что там даже Фишишан и даже населенный пункт называется. Я говорю это к тому, чтобы объяснить вот то, что я сейчас буду объяснять, что чеченцы физически действительно были в составе мамлюкских войск. И после того, как Тимур уходит с исторической арены, на Кавказ, согласно нашим исследованиям, мамлюками отправляются две личности. Одна на Восточный Кавказ, другая на Западный Кавказ в качестве агентов влияния халифата на территории Северного Кавказа. Для Западного Кавказа это знаменитый предок кабардинских князей, князь Инал, который сразу же начинает войну с католическими миссиями местными. На это надо обращать внимание, католические миссии, то есть крестоносцы. Значит, и Ахмар, который опять же тоже появляется на территории Северо-Восточного Кавказа, поселяется в Тарках, а там, когда начинается вот эта вот крымская гирея, когда поднимают голову, вместе с ними поднимают голову и местные тюркские народы, и вытесняют Ахмара с Тарков в 1441 году. И вот, как я сказал, в 1954 году Ахмар уже с Чеченской равнины приходит в горы. Так вот, Ахмар был представителем халифата. Он был мамлюком, и считается, что его собственное имя было Хазпул. Значит, Ахмар было его должностью, которую он достиг в рамках мамлюкского султаната. И эта должность стала его нарицательным именем, как бы. Так вот, с ним появляются сотни его приспешников, его сподвижников, и они, как ни странно, как и Инал, начинают военные действия против католической миссии, которая орудовала в Чечне. И тут удивляться нечему. В документах 15 века называются даже населенные пункты. Тарку, там Кумук, там Дыргвели, дагестанские населенные пункты и другие, в которых находится непосредственно физическое присутствие католической церкви. И вот наши многочисленные предания и памятники, которые это подтверждают на территории Галанчурского района, куда я пришел, Ахмар. То есть начинается противоборство, и Ахмар, как и его коллега Инал, воюют с католиками, которые пытались распространить свое влияние, влияние крестоносцев на территории, в частности, Чечни тоже. Почему? Потому что это ресурс, пассионарный ресурс. Если его использовать, то они сразу же идут в качестве наемников и участвуют в различных войнах. И если бы мы об этом говорили, было бы очень интересные вещи, можно рассказать по этому поводу. Но я думаю, это отдельная история. И вот это вот у нас 15 век. Это борьба Ахмара против местной католической миссии. А как раз таки Аздин Вазыра, о котором было упомянуто, тоже в промежутке между 1937 и 1941 годом, 1437-41 годом, пытался какие-то попытки произвести распространение, массового распространения ислама в горах именно, но ему это не удавалось. Это еще до того, как Ахмар пришел в горы. Но что касается окончательного государственного принятия ислама как государственной религии, это связано с одной конкретной личностью. То есть были до него, были, значит, задолго до него и прямо непосредственно перед ним эта деятельность выдающегося тоже проповедника Термол-шейха, который больше был скорее военным лидером, то есть военным путем пытался распространять ислам. То, что удалось Берс-шейху, который урожденный Дуче, сын Темир-Болта, этого никому прежде не удавалось сделать.
Вот с 1577 года, когда он сам принимает ислам, вследствие того, что в поединке он убивает знаменитого Рада шейха, и тот еще перед тем, как скончаться, поскольку он был знаком с его личностью, передает ему, видимо, еще Делер Корматал Йош, имея какие-то способности, предвидения, а вещи сны, они в исламе закреплены в достоверных хадисах. Так вот, он сообщает о том, что Берс будет наследником его духовным, что он должен взять на себя миссию распространения ислама среди своих соплеменников и среди соседних обществ. И вот с 1577 года, 7 лет по 1584 год идет деятельность в Нохчмахе у Берс-шейха. Значит, дальше, к 1992 году, она распространяется уже на соседние общества. И завершается это тем, что в начале 17 века, 1600-е годы, Мехкел, увидев, вот представьте себе, чеченское политическое руководство, которое выражено в лице Мехкела, для них ислам — это извечная борьба с чеченским народом. То есть те методы, которые использовали мусульманские завоеватели, они вызывали только ощущение противника по отношению к ним. И ислам в лице вот этих вот личностей тоже превращался для них в врага. А когда Берс-шейх, этнический чеченец, начинает призыв, проповедь, показывает на личном примере интерпретацию ислама, да, то есть это медицинские реформы, это какие-то социальные реформы, изменения института кровной мести, которые намного исправил ситуацию тяжелейшую у чеченцев. То есть если раньше мстили не собственно кровнику, не столько кровнику, сколько его родственникам, то есть циннах, да, из них выбирали несколько человек самых лучших, самых достойных. И кроме виновника убивали еще и их. Еще и плюс после этого остальная часть выжившая вынуждена была мигрировать с этой местности. То есть этот институт не давал нам выживать вообще и множиться. А Берс-шейх заменил его в категорической форме на традиционный исламский институт кровной мести. То есть око за око, кровь за кровь, еще со времен Мусы, алейхиссалям, который имеет свою предысторию. И вот все вот это вот наблюдая, Мехкел известил к началу 17 века Берс-шейха о том, что он в полном составе принимает ислам, то есть принимает его как государственную религию. И здесь мы возвращаемся уже к преданиям, в которых говорится, что чеченцы добровольно приняли ислам. То есть им столько лет навязывали его, пытались вооруженной рукой распространить его. Я подчеркиваю, есть мусульмане, и тогда, с древнейших времен есть мусульмане, но они живут анклавами, небольшими группировками, чаще всего живут по соседству с другими мусульманскими народами, с теми же кумыками и с другими, да, на плоскости и так далее. Вот о государственном масштабе речь шла вот только тогда. И вот наши предания, в которых говорится, что мы добровольно приняли ислам, они непосредственно связаны вот со взаимоотношением Мехкела и Берс-шейха. То есть дочь, который принял ислам, стал называть себя Берс-шейх и стал известен народу как Берс-шейх. И Берс-шейх с великим удовольствием отправил туда делегатов, они обучили членов Мехкела исламу, они приняли ислам. Конечно, это на ножах восприняли некоторые представители чеченцев, потому что ислам как государственная религия подразумевает такие вещи, как джизья, то есть плата, значит, подушной подати людьми, которые не исповедуют ислам, если они исповедуют зороастризм, он у нас цуд-эль-дин называется, или христианство. А те, которые какие-то местные верования исповедуют, да, вот Тушоли, допустим, Галанчожская и прочее, они вообще, ислам категорически с ними в конфронтацию вступает, и в этом смысле им либо уходить, либо принимать ислам или что-то другое делать. И это привело к Аргунскому походу Берс-шейха, на котором, в принципе, вот исламизация Чечни, в смысле государственной исламизации, она завершается к первой четверти 17 века. И уже тогда, как заметил это Ильич Ильясов, и другие авторы, начинается широкое распространение памятников ислама на территории Чечни. Это каменные, там, плиты там, и так далее, значит, и археологические памятники, то есть захоронения, соответственно, как полагается, да, головой, значит, лицом в сторону киблы и так далее.
Поэтому вот исламизация, государственное возведение ислама в ранг государственной религии, мы определенно связаны с Бершейхом. И именно он, я это утверждаю, является первым имамом Чечни и Дагестана, объединенным имамом Чечни и Дагестана. Бершейх, то есть успешным, добившимся успеха и признания всеобщего, это Бершейх, и уже после этого шейх Мансур, и уже дальше все остальные дагестанского происхождения имамы. Баракаллах. Амин. Как ты считаешь, вот если назвать отвоевание чеченцами своих земель после засилия их тюркскими народами на протяжении нескольких веков, если мы это назовем реконкистой, когда и при ком завершилась чеченская реконкиста? Завершилась она к второй половине 17 века, то есть еще чуть позже, после Бершейха. И надо сказать, что это поочередно, по некоторым данным, они были двоюродными братьями, то есть поочередно это были две личности. Это Тинин Вюс, знаменитый предводитель чеченский, и Алдаман Рейз. Но Алдаман Рейз, по моему убеждению, был печатью этой реконкисты. Дело в том, что 17 век, опять же, это была целая череда войн с различными феодальными владетелями кавказскими, с владетелями, которые имели феодальные амбиции. Эти амбиции всегда посредством чужих рук, посредством каких-то держав, пусть это будет Османская империя, опять же, вассалом, которой тогда уже был Крым, да, пусть это будет иранская держава, сефевидская династия и шиитская династия, пусть это будет, значит, даже русское царство тогда, теми или иными руками постоянно пытались укрепить свое влияние на территории Чечни и на чеченцев от различных владетелей. И, безусловно, окончательная точка в этом вопросе была поставлена вот при Алдаман Рейзе. Алдаман Рейзе, он сначала в качестве военного предводителя под руководством Тинин Вюса возникает, возвышается, вернее. И Тинин Вюс, по всей видимости, по старости лет, после того, как он в середине 17 века уступил свою должность Мехкда, эту должность уже на себя взял Алдаман Рейзе. И при Алдаман Рейзе, при Тинин Вюсе, вернее, вы знаете, что в 1644 году происходит очередная оккупация плоскости калмыками. Это были очень добротные воины, поскольку у них вообще образ жизни был кочевой, и единственный доход это был добыча, которую они брали в бою. Это замечательный с точки зрения средневекового мира образ жизни, очень эффективный образ жизни. Но нужно сказать, что вот калмыки и некоторые другие народы, вот последние, которые наследники Золотой Орды и наследники образа существования, да, кочевой образ жизни, военные действия, именно походные и так далее. И вот чеченцы подверглись нападению калмыков хана Орлюка. Сам хан Орлюк скончался во время этих походов, остались уже его приближенные тайши. И вот в 1944 году они заняли полностью плоскость Чечни и в очередной раз загнали чеченцев в горы. Эта оккупация длилась до 1654 года, когда под предводительством Тинин Вюса полностью была освобождена равнина. И тем временем, поскольку калмыки, которые уже укрепились здесь, они были вынуждены признать русское подданство, то есть они стали уже подвластными русским царям, и поскольку кабардинцы тоже были подвластны иерархически, были подданными русского царства, они, пользуясь этим фактом отсутствия чеченцев на плоскости, тоже абсолютно логично, это нормальное поведение тогдашнее для феодальных владетелей, кабардинские мурзы стали занимать территорию современной бассейна Сунджи. И после того, как в 1654 году Тинин Вюс под его руководством чеченцы вытеснили калмыков, и он передал свое положение, естественно, соглашение Мехкела передал Алдаман Рейзе. Алдаман Рейз производит в 50-е, 60-е годы 17 века последний поход на запад. То есть это западный поход, вытесняя кабардинских мурз, которые осели там. И это можно считать последним актом
именно реконкисты чеченцев, потому что они, вытеснив и очистив территорию современного Малгобекского, Сунжинского районов, дальше в сторону Моздока, вытеснив оттуда противника. Вот сегодня, если вы посмотрите, сколько там кабардинских топонимов. Там есть кабардинские погребальные памятники, то есть их присутствие там зафиксировано археологически. Это там Псидах, допустим, да, Алхасты, Малгобек, Назран, это тоже гидроним кабардинского, адыгского происхождения, черкесского. То есть все это вот прекращается при Алдамангезе, который устанавливает, вы знаете, есть сегодня понятие Алханчурская долина, это между Сунжинским хребтом, там, между горной лесополосой чеченской, и вот эта вот долина считается как бы Алханчурская, и вход в Алханчурскую долину, через которую кабардинские мурзы производили свои войсковые операции на чеченцев, вплоть до Аргуна, он находился на месте вот современного населенного пункта Газикова. А Гейзеков — это имя, топоним, которое связано непосредственно с Алдамом Гейзи. Алдам — это его отчество, Гази Алдамович он. И Гейзеков был такое же укрепление, сохранилось и по сегодняшний день в Макажуе, откуда происходит Алдам Гейзи. Гейзеков Олцунах, Алдам Гейзеков Олцунах, Гейзеков Олцунах. И то же самое название Чернокозова сегодняшнее, это русская интерпретация Гейзеков, потому что они через Натеричный район двигались. И еще один топоним Гейзекова, как укрепление, закрывающее Алханчурские ворота, это современное Газиково село. Таким образом, вот, поставив это укрепление, посадив вот на месте современного Малгобека, Псидаха, в этом районе чеченское ополчение в качестве гарнизона, он поставил точку в распространении влияния кабардинских мурз на территорию Чечни. А если вы слышали, я уверен о том, что кабардинская элита, она вся была тюркоязычная до определенного момента и возводила свое происхождение вот к Хазарскому ханству и к золотоордынским чингизидам. И это железный факт, он описывается и Шорой Ногмовым, то есть знаменитым этнографом адыгским, что кабардинская элита именно имела тюркское происхождение. И в этом смысле, поскольку вот упомянуто именно тюркское засилье, вот вопрос реконкисты, он закрывается, он завершается именно освобождением территории современного Малгобекского, Сунжинского районов, частично Назрановского района, естественно, чеченцами под предводительством Алдамангеза. И если кто-то сомневается в физическом присутствии чеченцев там, то, к сожалению, у меня пример только одной родовой группы есть. У карачаевцев, которые тоже были в борьбе с этой, безусловно, очень успешной, и я глубоко уважаю эту элиту того времени, кабардинскую, потому что она, как и любые другие, мы бы пытались сделать то же самое. Они пытались распространить свое влияние и очень часто делали это весьма успешно и продуктивно. Вот так вот карачаевцы тоже были вот в этом вот антагонизме с кабардинской элитой, карачаевцы и балкарцы. И после того, как вот кабардинцы были вытеснены с этой территории, у карачаевцев и балкарцев появляются, в числе других, появляются улубии, великие князья, великие улууздини, которые великие уздини, и называется фамилия Белитли. То есть это белтинского происхождения они были. Та же фамилия упоминается еще и в конце 18 века Рейнексом, и в источнике Кабардино-Балкарская история Кабардино-Балкарской ССР, издание советское, там прямо говорится, что по телеку были вот эти вот белтойцы, чеченцы-белитлинцы, и, значит, они были вхожи в состав вот той элиты, сословной элиты карачаевцев и балкарцев, которые вместе с другими избирали верховного правителя Карачая. То есть я это говорю только для того, чтобы объяснить некоторым, кто пытается каким-то образом сомневаться в физическом присутствии чеченцев там в 17 веке и в их непосредственной роли в освобождении этой территории от засилья тюркских племен. У нас есть документальные доказательства этому, собственно говоря, они и здесь тоже приведены. Ну что ж, Амин, спасибо тебе за интересную беседу, увлекательную беседу. Дело в том, что вот этот период твоих научных интересов и тех работ, которые ты как исследователь
осуществляешь, очень велик, поэтому, наверное, придется еще раз тебя несколько раз приглашать на нашу площадку. За одну передачу мы не сможем все темы охватить. Все темы, безусловно, интересные, они требуют анализа, там много вопросов возникает. Поэтому, наверное, мы с тобой сегодня ограничимся тем кругом вопросов, которые я тебе задал. Я и многие телезрители и чеченцы, мы интересуемся твоей творческой деятельностью, твоей научно-исследовательской деятельностью. Мы тебе искренне желаем успехов в твоей научно-исследовательской деятельности, на благо науки, прежде всего, на благо чеченского народа. Спасибо тебе, всех благ и удач тебе в твоей деятельности. А я напоминаю, сегодня в нашей передаче «Нохчи Синкретом. Чеченское мировоззрение» был эксперт, научный сотрудник Академии Чеченской Республики Тисаев Амин Адамович. Амин Хондейл Рейсхил. Я беркти вела дала قيمش صوب وقيلة أقرقولك شيل جرجع بركت دوش أغورا عنيستو لك.